В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Борьба с коронавирусом. В России закрыли ЖД сообщения с Китаем. И борьба со спекулянтами. Айсен Николаев призвал правоохранительные органы обратить внимание на двойное повышение цен на овощи и фрукты, ввозимые из Китая. Ипотеку под 2% теперь можно оформить в офисах МФЦ. Здание школы до сих пор закрыто. Почему в Нерюнгринском районе дети не могут учиться в стенах родной школы? Двухмесячник по отлову собак. Ситуация с безнадзорными животными вызывает тревогу у жителей столицы. Детская команда из Якутии вышла в финал всероссийского телевизионного проекта «Детский КВН». Михаил Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек. Более 360 умерли. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб. Ситуация под контролем, сказал премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями. По словам премьера, в настоящий момент все органы власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу. Больные, у которых выявлен вирус, изолированы, им оказывается вся необходимая помощь. Мишустин также напомнил, что было приостановлено движение на границе с Монголией и введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР. Также с сегодняшнего дня Россия приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. А в 3 районах Приморья из-за опасной инфекции ввели режим чрезвычайной ситуации. Это Октябрьский, Хасанский и Пограничный районы. В муниципалитетах открыли специальные изоляционные пункты для граждан Китая, которые имеют вид на жительство в России и прибывают в регион. Напомню, накануне в России были выявлены первые 2 случая заражения вирусом. Оба заболевших в Забайкальском крае и Тюменской области являются гражданами КНР, прибывшими из Поднебесной. Тем временем на фоне распространения вируса в ряде регионов страны стали спекулировать на ценах на фрукты и овощи. Глава Якутии Айсен Николаев поручил взять под контроль ценообразование. Ситуация с распространением коронавируса в Китае только усиливается, а так как большая доля овощей и фруктов в республику привозится именно из этой страны, закрытие границы может сказаться на повышении цен. Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики. За эти дни цены на свежие овощи безосновательно возросли в 2 раза. Глава региона добавил, что необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления держать ситуацию на особом контроле и с совместными усилиями выработать механизм урегулирования цен, а также рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны. И как сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Якутии, сегодня медицинский центр города Якутска и в Якутскую городскую больницу номер 3 обратились 3 жителей города Якутска, граждане Российской Федерации, с жалобами на высокую температуру и кашель. Как отметили в министерстве, все они были госпитализированы в Якутскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и сдачи анализов. Ранее эти пациенты прибыли в столицу республики из отдыха из зарубежных стран Китая и Таиланда. Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на особом контроле Минздрава и Роспотребнадзора. Случаев заболевания коронавирусом в Якутске официально не зарегистрировано, подчеркивает Минздрав Якутии. Далее ситуация с ОРВИ. Эпидпорог в Якутске превышен наполовину, а по всей республике на 47%. Но это соответствует сезонному повышению. Об этом говорят сотрудники Роспотребнадзора. Каждую неделю идет прирост заболеваемости во всех возрастных группах. Сейчас тщательным образом отслеживают заболеваемость среди детей. В школах и в детских садах, если заболели свыше 20% от класса или группы, то в этих заведениях приостанавливается учебный процесс. По данным работников управления образования Якутска, на сегодня из-за превышения порога ОРВИ и гриппа карантин введен почти в 90 классах 19 школ. Всего же в Якутске более 50 школ. Общее число учащихся составляет примерно 47 тысяч. Заболеваемость превышена на 9%.
Мы мониторируем заболеваемость в городе Якутске в ежедневном режиме. И, соответственно, вот сейчас, наверное, все ждут, когда будет, не будет карантин. Ситуация отслеживается, и как только будут показания для проведения ограничительных мероприятий в целом Якутску, предложение от Роспотребнадзора в СПК города Якутска поступит по введению ограничительных мероприятий. Пока мы мониторируем ежедневную заболеваемость. А тем временем в Якутске скупают медицинские маски и лекарственные препараты для профилактики ОРВИ и гриппа и простудных заболеваний. Впрочем, медики уверены, небывалый спрос на марлевые повязки связан со вспышкой коронавируса в мире. Сейчас в данное время начали пользоваться спросом такие группы препаратов, как противовирусные. В основном люди берут данную группу для профилактики. В этом году идет особый бум продаж по маскам. В предыдущие годы, в период карантина и эпидемии, такого ажиотажа не было. Сейчас, скорее всего, тоже связано с тем, что большие продажи идут по маскам для профилактики из-за информации по коронавирусу. К другим событиям. В Усть-Алдамском районе директор историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» оказался под подозрением. Проверкой прокуратуры установлено, что находящиеся на оперативном управлении музея-заповедника транспортные средства трактор МТЗ и автобус ПАС проданы без согласия собственника. При этом доходы от продажи в бюджет учреждения не поступили. Кроме того, директор из бюджетных средств оплачивал счета на электроэнергию своего частного дома. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Свыше 90% россиян считают нужным поправки в Конституцию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опросов ЦИОМа. Так, предложение сделать индексацию пенсии не ниже прожиточного минимума и осуществить фиксацию МРОД одобрили 91% и 90% респондентов соответственно. Кроме того, 87% опрошенных считают, что увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет станет правильным решением. Ранее во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Автодилеры прогнозируют снижение продаж новых машин в текущем году в России на 8%. С чем это связано и будет ли спрос на вторичном рынке? Более подробно расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых машин и легковых коммерческих в России снизились еще в прошлом году на 2,3%, что в совокупности составляет около 2 миллионов штук. При этом рынок автомобилей с пробегом снизился на 0,4%. Это около 5,5 миллионов единиц, как посчитали тогда Автостата. Как отметил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров, снижение продаж новых легковых автомобилей и легковых коммерческих продолжится и в этом году. Сейчас у нас по прогнозам членов РОАД по новым авто это снижение продаж на 8%. Если рынок будет действительно так себя вести, а мы считаем, что будет, то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками повышать, потому что они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других. Он отметил, что совокупные продажи новых ИБУ машин на один дилерский центр по итогам года выросли с 763 до 792 автомобилей. Что касается вторичного рынка, то здесь существенных колебаний не прогнозируется. Вторичный рынок, мы считаем, останется на уровне 2019 года. Таким образом, совокупный рынок останется в пределах 7 миллионов машин против 7,16 миллионов в 2019 году. В прошлом году на рынке новых автомобилей был установлен рекорд в рублях 2,51 триллиона против 2,4 триллиона в 2018 году. Это было связано из-за роста цен на машины, который препятствует росту объема авторынка в штуках. Президент ассоциации также сообщил, что этот тренд уже в этом году и в последующие окажет более негативное влияние на рынок. Первый раз за последние 6 лет количество официальных дилеров в прошлом году выросло с 3355 в 2018 до 3380 в 2019. Но здесь нужно смотреть на составляющую этого роста. Основной рост дилерской сети произошел за счет увеличения количества дилеров китайских брендов.
Ряд китайских брендов активно развивается, плюс выходят новые бренды. Соответственно, количество точек увеличивается. Однако пока сохраняется несоответствие количества дилеров к количеству продаваемых машин. Также особое влияние окажет удорожание цен на новые автомобили. Президент ассоциации отметил, что повышение цен на авто составит 5%. Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания. По локальной сборке может дать 1-1,5%. Там вроде как компенсируют через промсубсидии, но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу. За инфляцию официальную в 4% у нас отчитываются. Я, правда, хотя по магазинам ощущаю немного большую инфляцию, но Росстату и Центробанку виднее. Поэтому 5% по году. При этом он уточнил, что этот прирост не будет одномоментным, а спад рынка будет дополнительно сдерживать его. Менее чем за 2 месяца реализации программы «Дальневосточная ипотека» 1500 молодых семей взяли кредит по 2% для приобретения жилья на первичном рынке и строительства домов. Сумма выданных в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа 7 банками-участниками программы кредитов составила 5,4 миллиарда рублей. Средний размер кредита – 3 миллиона 400 тысяч рублей. Оформить дальневосточный ипотечный кредит по 2% теперь стало проще. По распоряжению главы республики между республиканским ипотечным агентством и центром «Мои документы» налажена работа по приему заявлений от граждан, желающих оформить дальневосточный кредит. Заявки можно подать в любом офисе «Мои документы», кроме отделений в городах Якутск и Нерюнгри. Дальневосточную ипотеку могут получить молодые семьи до 35 лет включительно, а также участники программы «Дальневосточный гектар». При помощи кредита можно приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом на первичном рынке, или же на вторичном рынке только в сельской местности. Подробную информацию можно получить на сайте у нас или же проконсультироваться у наших специалистов. И мы продолжаем следить за ситуацией с ремонтом школы номер 9 в поселке Чульман Нерюнгринского района. Школа закрыта в сентябре прошлого года на проведение необходимых ремонтных работ сроком на 3 месяца. Здание школы было признано аварийным из-за трещины в фундаменте. Местные власти тогда уверили, что во втором полугодии учебное заведение будет функционировать. На период ремонта всем учащимся предоставлены места в соседней школе. Но на сегодняшний день объект закрыт. Чульманцы возмущены, так как опасаются, откроется ли школа вообще. В ситуации разбиралась Александра Цыбикова. По просьбам родителей детей, обучающихся в школе номер 9, наша съемочная бригада отправилась в поселок Чульман. У школы, которая находится на ремонте, собрались родители, чьим детям, чтобы доехать до 7-й школы, приходится постоянно пользоваться услугами такси, что, конечно, затратно. 4 детей, из них 2 учащиеся, и так как получается, ей по карману бьется уже мне по карману. То есть 200 рублей по Чульману каждый день. Это я мать-одиночка, и я не укладываюсь в такие вот размеры, чтобы постоянно отправлять на такси. Есть школьный автобус, вместимость которого 21 человек, в котором перевозить детей стоя запрещено. Напомним, всего 401 ребенок со школы номер 9 в данное время ездит в другую школу. Как добираются дети, у которых нет денег на такси, либо пешком, либо не идут на учебу. Со слов родителей, автобус школы номер 7 не возит их детей. Автобус 7-й школы не позволяет зайти детям 9-й школы. Да, это тоже. То есть были случаи, что наших детей высаживали из этого автобуса, и ждите свой. Есть и другие причины, почему родители забили тревогу. Дети стали хуже учиться. По их мнению, в школе номер 7 происходит травля. У детей давление со стороны педагогического коллектива, со стороны обслуживающего персонала. Дети между собой ругаются, не находят общего языка. Я не говорю про всех детей. Даже на первый взгляд трещины в здании 9-й школы выглядят пугающе. На конец января ремонтные работы не были выполнены даже наполовину. По словам директора данной школы, техническая комиссия решила приостановить работы и провести дополнительное обследование здания. Работала у нас компания «Профи Плюс» из города Якутска. Они обследовали, при них была аппаратура, видео. В прошлую пятницу в поселке Чульман состоялось совещание, где глава района и начальник управления образования озвучили родителям все острые вопросы. Чтобы экспертиза сделала правильное заключение по зданию, то есть что сегодня со зданием, какие проектные решения необходимо предпринять, чтобы здание либо восстановить, либо, наверное, там перестроить или достроить.
Поэтому мы, допустим, за то, чтобы школа это была, и как глава говорит, нам эта школа нужна. По итогам экспертной комиссии, которые будут известны через 20 дней, будут приняты дальнейшие шаги. Это либо выделение дополнительных средств на продолжение ремонта, либо создание нового проекта школы. О закрытии школы пока речь не идет. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Но сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Двухмесячник по отлову собак. Ситуация с безнадзорными животными вызывает тревогу у жителей столицы. В селе Русское Устье обнаружены фрагменты древней иконы, предположительно византийского периода. Детская команда из Якутии вышла в финал всероссийского телевизионного проекта «Детский КВН». В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. В Якутске объявят двухмесячник по отлову бродячих собак. Ситуация с безнадзорными животными вызывает все большую тревогу у многих горожан. По статистике, большинство заявок касаются именно бродячих животных. Вместе с тем, компания «Жилкомсервис» имеет в своем распоряжении всего одну оборудованную машину для отлова животных. Остальные не соответствуют требованиям нового федерального законодательства. Акция «Добрый февраль» продолжается. Напомню, 1 февраля нашему телеканалу Якутия-24 исполнилось 2 года. Все это время мы старались первыми довести до вас достоверную, самую свежую информацию. Мы бываем во многих уголках нашей республики, вещаем из-за ее пределов, рассказываем новости не только региона, страны, но и мира. И самое главное, мы стараемся помочь нашим зрителям, оказавшимся в трудной ситуации. Во многих случаях нам это удавалось, поэтому, подводя итоги двухлетней работы, телеканал Якутия-24 запустил акцию «Добрый февраль». Наша главная цель – оказать информационно-консультативную помощь. Мы хотим подарить надежду тем, кому она действительно необходима. Поэтому призываем всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не знает, куда обратиться за помощью, писать нам на горячую линию. Мы обязательно обработаем все ваши обращения и постараемся оказать посильную помощь. Новые детские площадки, скверы, озеленение и многие другие проекты муниципальных образований могут быть реализованы при участии в программе поддержки общественных инициатив. Сейчас в Министерстве финансов республики полным ходом идет прием конкурсных заявок. В этом году из бюджета региона выделено 500 миллионов рублей. На сегодняшний день поступило более 300 заявок. Сбор документов завершится 15 февраля. Процесс определения победителей происходит в автоматизированном режиме, то есть муниципальные образования сами оформляют данные проекты в специальной программе, после чего компьютер выводит протокольные итоги и начинается работа экспертного совета. Сумма субсидии на поддержку одного проекта из средств государственного бюджета не превышает 1,5 миллиона рублей. Для городских округов, соответственно, эта сумма у нас составляет не более 3 миллионов рублей на один проект. В прошлом году у нас приняли участие практически все муниципальные образования. На конкурс у нас в прошлом году поступило 565 заявок. Конкурсный отбор прошли 443 заявки. Общая стоимость проектов, представленных на конкурс и прошедших конкурсный отбор, у нас составила более 726 миллионов рублей. Фрагменты древней иконы, предположительно византийского периода, обнаружили в селе Русское Устье Алайховского района Якутии. Икона была привезена в давние времена в местную церковь первыми поселенцами. При советской власти церковь закрыли, многие иконы были украдены. Одну из них удалось сохранить. Сейчас фрагменты иконы находятся в школьном музее, рассказала учительница местной школы. Она подчеркнула, что фрагмент иконы достаточно много весит и, возможно, выполнен из серебра с позолотой. На нем имеется несколько греческих цифр, а также сохранились часть изображения плеча младенца, которого держат на руках. К 75-летнему юбилею Победы в этом году были посвящены 9-й региональные иннокентьевские чтения. Традиционно они проходят в Ленске на 2 площадках – в Центре дополнительного образования СРГ и школе номер 1. Организаторами являются Ленский православный приход, Центр дополнительного образования и педагоги первой школы. Иннокентьевские чтения включают в себя несколько секций для дошкольников, первоклассников, учащихся со 2 по 11 классы. В этих возрастных категориях проходят соревнования в номинациях на лучшую инсценировку военной
«Народная песня», конкурс чтецов, коллективно-творческие работы, конкурс рисунков, сочинений, викторины, выставки, проектные и научно-практические работы. Все посвящено годам Великой Отечественной войны и Русской Православной Церкви того времени. Мероприятие длилось 2 дня, в нем приняли участие более 500 человек. В основном это дети, задействовали и родителей. На иннокентьевских чтениях проходила секция «Круглый стол» под названием «Великая победа. Наследие и наследники». Вел эту секцию отец Дионисий и преподаватель из Ленского технологического техникума Возовиков Станислав Александрович. Участвовали там родители и педагоги с разных школ. Этой секции «Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой». Секция «История семейной реликвии военных лет», где ребята рассказывали о своих родных, прабабушках, прадедушках, которые участвовали в боях. Ледовый городок в Якутске – одно из любимых мест отдыха горожан зимой. В выходные парк заполнен семьями с детьми. И чтобы горожане чувствовали себя максимально комфортно, в парке особое внимание уделяют безопасности. Начиная от патрулирования территории сотрудниками полиции частного охранного предприятия и заканчивая ежедневным осмотром горок и других аттракционов. Горки, снегоходы, ледовые лабиринты, санки и тюбинги. Все это весело, но не стоит забывать и о безопасности. Чтобы семейный день не омрачился несчастным случаем, сотрудники парка развлечений делают все для безопасного времяпрепровождения. Причем работа начинается задолго до самого открытия. Начинаем работу с ноября месяца, согласовываем с ГИМСом, промеряем толщину льда. И к этому ведутся работы по укреплению покрова. И согласовываем. У нас некоторые объекты большие, которые весят по 30-40 тонн. И чтобы все было нормально, мы тесно работаем с ГИМСом. После того, как городок построен с учетом всех факторов, безопасность пребывания в нем обеспечивают десятки людей. Одни следят за общественным порядком, другие за состоянием аттракционов и других объектов. Третьи, собственно, за горками. Все наши горки, начиная от маленьких, заканчивая большой горкой, придерживаемся ГОСТом. На больших горках, где спуск длинный и высокий, стоят наши контролеры. На каждой горке у нас присутствуют инструкции по поведению на горках. Но сколько бы усилий ни прилагали работники парка, главное помнить, что в большей степени безопасность вас и ваших детей зависит от собственной внимательности, осторожности и соблюдения элементарных правил. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Детская команда КВН из Якутии вышла в финал всероссийского телевизионного проекта «Детский КВН» на телеканале СТС. Школьная сборная из Кызылсыра, крайние северные. Ребята опытные. В прошлом году они победили в этом проекте и теперь стремятся повторить свой успех. В полуфинальной игре они обошли команды из Чечни и Москвы. Всего за выход в финал боролись 12 сборных, а за титул чемпиона будут сражаться всего лишь 4 участника. Как признались ребята, этот этап стал самым сложным. Один из номеров пришлось полностью переделывать в Москве прямо перед выступлением. Каждый день нам вырезали, говорили, не ваш формат, у вас должен быть другой формат. Ну, мы такие, хорошо, ладно, пишем еще раз. Все, они, это не ваш формат, как бы, вы понимаете, опять пишем. И вот сейчас нормально. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я передаю слово моей коллеге Татьяне Вахняной.